В Армхи сегодня солнечно. И дело не только в погоде, а в атмосфере, которая здесь с самого утра. На фоне живописного пейзажа началась торжественная часть. С приветственным словом к собравшимся обратился вице-премьер правительства республики Юсуп Зурабов. Последние 2 года активно развивается и сам туризм в республике. Здесь и представители Ростуризма, и нашего молодежного направления, и комитета туризма. Всех хотел бы поблагодарить за то, что приняли участие в этом мероприятии. Глава субъекта Махмуд-Али Макшарипович, он уделяет огромное внимание этой отрасли, потому что он говорит, что развитие туристического потенциала республики и самого этого направления, оно очень сильно влияет на развитие инвестиционной привлекательности, соответственно, и на развитие самой республики. Викторина о традициях, обычаях и языке ингушского народа, специально для туристов. Но это далеко не все. После торжественной части гостей ждала ингушская кухня, турниры по стрельбе из лука, плаванию и армрестлингу, ярмарка ремесел и розыгрыши с призами. Но среди гостей не только путешественники, но и представители туристической отрасли, которые внесли колоссальный вклад в развитие туризма Ингушетии. Все они были отмечены грамотами и медалями. Грамотой награждается, можно я зачитаю, да? Цуров Рамазан Магомедович за высокие достижения и в индустрии туризма и гостеприимства. Председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Магомед Цуроев. Ингушетию ценит не только за ее невероятную природу, но и за гостеприимство. Отмечает это каждый турист, который посещает нашу республику. Именно радушный прием и ощущение себя как дома заставляют путешественников возвращаться в республику вновь и вновь. Мы приехали из Луганска. В Ингушетии мы уже 2-й раз. Мы даже гид, который был с нами в прошлый раз, опять с нами. Нам здесь очень нравится. Если получится, приедем еще. Здесь очень природа хорошая. Всегда нас хорошо встречают. Мы живем в хорошем месте, живем в горах. А природа, краевиды – это очень красиво. Этого никогда не забудешь. В Ингушетии я 1-й раз. Мы приехали, на самом деле, большой группой спортсменов, детей, пловцов, которые занимаются плаванием из Московской области, город Химки. Мне очень понравилась страна, я говорю страна, да, то есть как определенный край, гор зеленых, удивительной природы, удивительной истории, потому что мы очень много поездили, посмотрели, мы здесь не только тренируемся, не только плаваем, но и очень нравится погружаться в местную культуру, местные обычаи, узнавать что-то новое. Вот мы всегда это очень любим делать. Вы знаете, сейчас немножко мир поменялся, да, и мы перестали путешествовать, так скажем, по Европам, по другим странам, и мы открываем для себя Россию все больше и больше. И это действительно очень классно, когда в одной стране у нас есть горы, океаны, у нас есть льды, пустыни, зелень, разные люди, разные культуры, разные религии. Это очень классно. Не обошлось и без ярмарки ремесленников, которая пользуется большой популярностью у туристов. Путешественники как никто любят сохранять памятные вещи из поездок. Принято считать, что нет ничего лучше, чем ценный сувенир, сделанный руками мастера. Это хороший и уникальный подарок для близких. Мастера стараются разнообразить каждое мероприятие, найти то, что интересно будет. Можно будет попробовать самому подойти, что-то сделать совместно с мастером, узнать какую-то историю. Помимо этой работы, любой гость узнает историю этого изделия, как это создается. Поэтому в зависимости от мероприятия мы стараемся подстроиться под публику и сделать так, чтобы в следующий раз они привезли больше людей. Туризм в республике продолжает активно процветать. Доказательство этому – ежегодный рост туристического потока. Для того, чтобы добиться роста показателей, проводится большая работа по развитию туристической инфраструктуры. Создаются места для отдыха, строятся гостиницы и другие жилые зоны, где с комфортом может отдыхать каждый гость. Из года в год у нас увеличивается туристический поток. То есть в прошлом году нас посетило более 124 тысяч туристов. Прогноз мы делаем, исходя из опыта предыдущих лет и статистики. То есть в этом году у нас ожидается около 135 тысяч туристов.
У нас ежегодный туристический прирост 10%. И вот в прошлом году 86%. То есть вот в таком вот, скажем так, приятном, вот, большом проценте у нас он ежегодно наблюдается. В этом году у нас туристический объект, если вот считать равнинную часть, планируется к открытию и уже готов будут принимать, по словам инвестора, в октябре месяце в городе Магаз. Это реконструкция площади Согласия, где будут созданы места развлечения для туристов. То есть мест развлечения у нас в республике, скажем так, мало для приезжих туристов. И вот инвесторы, благодаря вот их инициативам, такие места создаются. В горной части у нас сейчас уже открываются и на сегодняшний день вводятся в строй кемпинги. Уже введено 13 модульных некапитальных средств размещения в прошлом году. То есть в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия, гостеприимство» у нас на сегодняшний день проходят конкурсные мероприятия, где мы отберем победителей и будем создавать зону отдыха. Теперь республика официально готова встречать туристов. Тех, кто уже не первый раз посещает Ингушетию, и тех, кто только начинает знакомиться с родиной башен. Мария Макиева, Султан Магушков, Магаз 24.